Общественная палата Коми подвела итоги работы по выбору площадки для строительства нового объекта по обращению с ТКО, мусоросортировочного комплекса, полигона и площадки для компостирования. В течение 2 недель общественники осмотрели все 4 участка, обсудили плюсы и минусы с представителями Минприроды и экспертами. А главное, пообщались с местными жителями. К каким выводам пришли, расскажет Ксения Лосева. Площадка дальняя, недалеко от Мандача, площадки у Зеленца и Сторожевска и Соколовка. Вот те самые 4 участка, которые были предложены для строительства нового мусоросортировочного комплекса по южному направлению. За эти 2 недели члены Общественной палаты региона вместе с представителями Минприроды и администрации районов побывали на каждой, оценивали сразу по нескольким показателям. Близость населенного пункта. Мы знаем, что это должно быть не ближе 1 километра. Далее это грунтовые воды. Это наличие рядом совсем на линии соприкосновения водных каких-то ресурсов. Мы даже заявляли на одной из площадок о розе ветров, который может повлиять. Вот многие вот эти вот вещи, они для нас были важны. Транспортная доступность, территория должна быть достаточно, не меньше 25 гектар. Все это обсуждалось. Так, среди главных преимуществ площадки в местечке Соколовка, например, близкое расположение. Когда-то именно здесь хотели построить аэропорт, а потому уже есть часть коммуникаций, и до места можно доехать по асфальтированной дороге. Впрочем, есть и минусы. Так, недалеко здесь располагаются сразу несколько водных объектов. Этот большой участок, он на северной своей части и на юго-западной имеет водные объекты в виде болот. Вот, это является минусом с точки зрения того, что может быть сообщение и поверхностных, и подземных вод. Более того, к востоку от этого участка мы имеем еще речку. Чем эта речка запитана и будет ли она как-то взаимодействовать с нашим участком, это опять же можно ответить только на основе изысканий. К тому же земля находится в федеральной собственности. Чтобы проводить на участке любые действия, необходимо передать его в собственность республики. На это может уйти больше года. Столько времени у региона нет. Объект необходимо возвести до конца 2024-го. Похожая ситуация и с участками в Сторожевске и Зеленце. Только земли принадлежат лесному фонду. 10 лет назад в Сторожевске уже пытались сдвинуть дело с мертвой точки. А еще, как говорят местные активисты, это сплошное болото. Подвижный грунт вряд ли позволит построить здесь безопасный промышленный объект. По закону на нем должны быть проведены серьезные инженерные испытания, исследования, которые включают и геологическую экспертизу, и геодезическую, и экологическую, и много разных экспертиз, которые как раз и дадут ответ на тот вопрос, можно ли на этом участке проводить дальнейшие вопросы по строительству подобных объектов, и, соответственно, какие меры должны быть приняты для того, чтобы действительно минимизировать то воздействие, которое может причинить этот объект окружающей среде. К тому же площадка находится в 700 метрах от самого села, и это очень тревожит местных жителей. Их мнение – один из главных факторов, который повлияет на окончательное решение. Зеленецкая площадка по сравнению со Сторожевской располагается немного дальше, в 5 километрах от села. И это соответствует принятым нормам. Но другая загвоздка – площадь всего 14 гектаров, тогда как на строительство нужно минимум 25. На встречах часто спрашивали, а покажите проект, как будет выглядеть этот мусоросортировочный комплекс. Но проект разрабатывается уже после того, когда будет выбран земельный участок, потому что идет непосредственно привязка к тем особенностям земельного участка. Еще одна площадка на выбор – дальняя, близ поселка Мандач. Она, по мнению общественников, является самой удачной из предложенных. Находится в 22 километрах от бывшего лесного поселка Сыктывдинского леспромхоза. Располагается на возвышенности, а по площади больше 25 гектаров. Новый объект привлечет на сельские территории большие инвестиции и 130 новых рабочих мест. Надо не заканчивать эту работу, а создать рабочую группу, которая будет смотреть, а как это происходит. А как строится завод? А как он работает, когда будет запущен? Каждый пошагово и доносить до людей. Люди должны знать, что происходит. Все рекомендации и выводы по итогам поездок Общественная палата региона передаст в Минприроды Коми. После того, как будет принято конкретное решение, проведут инженерную и экологическую оценку окружающей среды. Готовый проект комплекса вновь вынесут на обсуждение с жителями. И только по итогам встречи будут двигаться дальше. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрга.
По инициативе ученых в Коми создадут рабочую группу по вопросу выбора площадки для строительства объекта обращения с ТКО. По этому поводу в Коми научном центре прошла рабочая встреча. В ней приняли участие ученые из институтов биологии, геологии, социально-экономических и энергетических проблем Севера. Они сошлись во мнении. То, что подобные объекты нужны, не вызывает сомнений, так как мусорные полигоны республики с трудом выдерживают количество несортированных твердых бытовых отходов. Во время дискуссии обсудили и расположение предполагаемых мест строительства, природные условия этих участков, в частности, их почвенные и гидрогеологические особенности. Коснулись результатов научных исследований, проводимых на участке дальние в предыдущие годы. По итогам совещания принято решение обратиться к президиуму Коми научного центра с предложением о создании рабочей группы, которая займется оценкой возможного воздействия на окружающую среду нового мусоросортировочного комплекса.